В этот раз в рамках проекта «Испытано на себе» телеканала «Якутия-24» мы решили съездить на границу Намского и Кобяйского улусов Якутии, где расположена в условиях дикой, нетронутой природы одна из лучших локаций для проведения насыщенного отдыха вдали от городской суеты, а именно турбаза «Остров Тайменный». Мы выехали из Якутска на маленькой машине объемом двигателя 0,7, чтобы испытать на себе весь маршрут и возможности легкового автомобиля. А Евгений, директор турбазы, выехал с туристами на комфортном микроавтобусе, который обычно используется для организации туристам уютного трансфера из столицы нашей Якутии, города Якутска, до турбазы «Остров Тайменный». По дороге мы посетили некоторые достопримечательности маршрута и благополучно добрались до места назначения. По приезду нас очень эмоционально и радостно встретили Евгений вместе с работниками базы. Машины поставили в имеющемся здесь на территории теплом гараже, а теплые домики были готовы к заселению. Осмотрелись, обустроились, легли рано спать и с новыми силами на рассвете собрались на подлетную зимнюю рыбалку. Вот сейчас мы разместились в таком комфортабельном вездеходе и едем на подлетную рыбалку. Испытано на себе. На улице сейчас ориентировочно минус 40. В данном вездеходе тепло. Здесь имеется две печки, также вот спереди. И салон, задний салон тоже обогревается отдельной печкой. Окна все заклеены в круг, так же как и наша маленькая миника. Она обклеена специальным материалом пэтом. Внутри тепло, комфортно, пока едем. Наш утренний путь лежит по заснеженной, замерзшей реке вдоль береговой линии острова, на котором расположена турбаза. Здесь открываются прекрасные виды утренней зорьки, необъятные просторы огромной реки Лена и по-своему утихомиренной водной стихии вызывают неповторимое чувство единения с природой. И в какой-то момент вездеход делает 90 градусов заворот на остров, и путь наш превращается в сказочное приключение по замороженному руслу протоки вдоль зимнего леса. Мы же едем в предвкушении посмотреть на те самые рыбацкие домики, являющиеся частью комплекса «Остров Тайменный», и ощутить на себе невиданную по своему уровню комфорта подледную рыбалку. Прокатившись на такой технике, мы, конечно же, не могли упустить возможность поговорить с Евгением об особенностях данного транспорта. Конечно же, мы приобрели эту технику для организации отдыха и рыбалки для наших гостей в труднодоступных местах. Так как мы организовываем рыбалку и отдых для наших гостей, мы должны создавать, конечно же, определенные условия. А условия мы создаем в основном, стараемся создать комфортные, чтобы человек себя чувствовал защищенным, свободным, в безопасности и в комфорте. Поэтому мы в постоянном поиске новых мест рыбацких, чтобы гости приезжали и действительно ловили рыбу. Конечно, у нас среди зимних рыбаков бытует такое мнение, что зимняя рыбалка — это сегодня давление, там луна вышла, ветер задул и рыбы нет. Но тем не менее мы находим такие места, когда даже в непогоду рыба клюет. Цель именно это перевозка гостей, в комфортных условиях. Но при этом ты говоришь минус 50, минус 60. А в этот период в салоне как? Конечно, в салоне здесь температура такая, скажем, свежо, но не холодно. То есть ехать достаточно комфортно, нормально. То есть, когда мы ездим при температуре минус 35, то у нас здесь жарко. А когда мы ездим от минус 40 до минус 50, то у нас здесь температура такая, в общем, комфортно, не жарко, в общем говоря. Не жарко, да, комфортно находиться, дышать, проводить время, в общем. Ага, мы сейчас, допустим, проехали же небольшой участок, в пути. За бортом минус 40, там может 39-40, приятно удивлен, что так тепло, комфортно. Этот вездеход, мы его заказывали уже премиум класса. То есть тут уже все включено, и утепление, и лебедки, и надежные мосты,
Мгм. И, соответственно, колеса уже 1300. Так как у нас турбаза, и мы стараемся для наших гостей организовать комфорт, безопасность, досуг нормальный, то мы, конечно же, добавили еще вот замечательную телегу. Мгм. Телегу мы ее дополнительно оснастили, сделали сверху каркас из профтрубы. Мгм. Значит, все это закрыли фанерой, и снутри все это мы утеплили полностью. Мгм. То есть наша телега служит не только для доставки груза, транспортировки вещей наших гостей, но она и служит для того, чтобы при нахождении в рыбацком месте, в пункте назначения, можно в этой телеге проживать. Весь груз выгружается с телеги, расстилаешь туда слани, фанеру ложишь, и спокойно у тебя получается большой объем пространства, где может поместиться, ну там, 4 человека, 3-4 человека. Ну, это для далеких, вот получается, очень Совершенно верно. удобно, да? Да, То есть да, палаточку да. поставил, внутри сидишь, рыбачишь, а поспать пошел, в тепле уютно, да? Совершенно верно, да. Но если говорить о комфорте, то вместимость комфортного пребывания в вездеходе гостей это 6 человек. Мгм. 6 человек. Но если мы говорим, допустим, если мы от турбазы едем в рыбацкое наше место в течение 15 минут, то можно, конечно, потесниться. Мгм. И как у нас был опыт уже такой, вместилось 12 человек. Мгм. Я был 13-м водителем. В целом 13. В целом Очень 13 много. человек. И мы с собой также брали телегу. В Мгм. телеге был груз. Мгм. Тут, конечно, эта техника выигрывает за счет своих шин сверхнизкого давления. Она не на заднюю ось, не на переднюю ось, у нее не идет перевес. Центр тяжести у нее посередине. И за счет этого, ну, конечно, больше, конечно, за счет колес. Мгм. А вот ты говорил 1300, это то есть метр 30. Это высота. метр 30 Мгм. высота, да. Ширина, по-моему, у него, если не ошибаюсь, 700. Мгм. А мы еще вот не сказали о том, что за счет вот этих шин низкого давления эта машина плавает. Эта машина плавает, да. Ага. Она не тонет, она плавает. Мы реально тестировали этот вездеход. Мгм. Специально заезжали вброд, Ага. в реку Лену. И как бы действительно это работает. И с 5 человеками она спокойно плавает. И за счет движения колес Мгм. по воде, за счет инерции, она продвигается. Скажем, скорость, конечно, у нее небольшая, но потихоньку она идет. Ну, где-то у нее 3 километра в час, 4 километра в час, где-то так. Испытано на себе. Ну вот, мы подошли к нашему домику, да, где будем именно сами сидеть рыбачить. Давайте зайдем посмотрим, как он выглядит. Да, ну вот такой домик. Здесь уже тепло, ребята уже ее затопили. Ну, осталось только пробурить лунки, расположиться. Ну и, в принципе, можно начинать рыбачить. Так, лунки. Что у нас тут? Оп, здесь возможно бурение, получается, 4, аж на 6 лунок можно сделать. 6 человек может здесь спокойно рыбачить. Работники базы, как правило, уже заранее готовят эти домики. И человек приходит и уже на готовое. Садится на готовую лунку и начинает рыбачить. Ну а что, домик-то в принципе комфортный, да, то есть здесь можно... Оп. Четыре человека, да, получается? И с этой стороны такая же.
семейка спокойно здесь могут расположиться. Здесь можно, то есть, получается, грубо говоря, жить. Главное, топить печку на себе рыбачить. Можно поспать наверху, внизу. Очень удобно, комфортно. По крайней мере, лучше, чем палатка. Ну и что-то столик для этажа есть. Столик, я так понимаю, вхідной. Быстренько можно здесь перекусить, чай попить. Ну, удобно, очень удобно. Имеется газовая плитка, чайничек стоит, дрова здесь рядом, все это есть, уже подготовлено. То есть не надо ходить куда-то там в лес, искать специально дрова и тому подобное, или того хуже, с собой их привозить. Все это уже есть. Ну что, начнем готовиться? Называется. Убрать. Убрать. Ну вот, девчонки поймали щучку. Даже жерлицы стоять не надо, уже щука поймана. Помочь? Вообще красота. Дай надо, дай аплодировать. А то на хата он сара söyledi. Bu yana bayda da. Девается дело. Hayal kemerime tuttu öyle. Оп. Хотя это только, конечно, не ртом. Жабрытынан хаял бітті. Бару что жабрытынан хаптар бұлтын бітті. Пока мы рыбачили в комфортных домиках, у Евгения появилось свободное время, и он решил тоже отвести душу и посидеть немного у лунки.
Ну а мы, конечно же, воспользовались этим моментом и попросили его рассказать об особенностях рыбалки на острове Тайменном. Ну, вообще комфортно, да, здесь получается. Ну, вот я вот прям на себе, да, ну, сижу вон в кофточке, грубо говоря, а пришел вообще, ну, грубо говоря, ничего не делал, зашел, теплый домик, заранее затоплено, луночка. О, есть! Опа. Вот так вот. Опа! О, какой здоровый! Опа, ребята! Ничего себе! Ну вот только начали мы беседу с Семеном. И вот такой красавец. Вот такие красавцы, дорогие друзья, у нас ловятся. Приезжайте к нам в гости и почувствуйте на себе эти вот эмоции, этот весь непередаваемые впечатления все. Ну это прямо в лайфе, да? Вот никто бы ожидал. Да, Сидели вообще. просто. Круто. Сидели, просто общались. Ну ничего, вот так и происходит все это. Слушай, ну он здоровый, он в сковородку не влезет. Но мы сегодня это испытаем на себе. Ох, красавец, красавец, конечно, красавец, красавец. Оп! Опа. Нет, что-то я подсек. Тут, Слушайте, тут, по-моему, общаться не получится. Да, Тут только что-то рыбалка идет. рыбалка. Это у нас окунь. Это окунь, да. Таких крупных Да, размеров. заглотил-то он хорошо. Товарищ. Товарищ. Тут главное самому тройником не наткнуться. Угу. Да. Все тяжелее. Оп. Опа, ура. А, не. Нет, да ушел, Ага. сорвался. Ну, поклевка есть. Это вообще уже радует. Вот, видишь, он там у него. Сорвал. Так. Опа. Ну, красавец, конечно, красавец. Так, а вот такие экземпляры жарить, да, лучше их или что? Да, жарить, коптить. можно. Вот, Ага. копченый окунь очень вкусный. Горячего копчения. Да, горячего Ага. копчения. Да. Ну такой серьезный. Надо дверку приоткрыть. Я туда его. Оп-оп. Ну вот, дорогие друзья, на острове Тайменном даже не успели начать рыбачить. Вообще хотели поговорить, да, в целом Да. скажем так, о подледной рыбалке, о домиках. И тут на тебе такой улов, еще главное крупный. Хорошая поклевочка. Но Приятно было сейчас его вываживать с лунки. Прямо он так тяжело шел, хорошо. Приятное ощущение, классно вообще. Ну вот за такими эмоциями, да, наверное, люди-то по сути своей едут. Тут, ну здесь, я так понимаю, вот именно на острове Тайменном шансы поймать большой рыбы здесь больше. Да, совершенно верно, да. Конечно, можно и там поймать, да. Здесь просто больше процент, как бы быстрее поймаешь Ну да. крупного хищника. Ну и, конечно, да, вот все-таки размер рыбы, он имеет значение территориально. Мгм. Все-таки, да, наверное, ближе к центральной части нашего города. Мгм. Там есть тоже такие крупные, но их, наверное, меньше. Мгм. Тут, конечно, у нас Кобяйский район. Он славится и знаменитыми карасями Ну да. нашими кобяйскими. Вот. Ну и, соответственно, конечно же, крупным хищникам. Да, радует. Мы именно стараемся тоже направление своей организации рыбалки направлять на трофейную рыбалку. Мгм. На трофейную рыбалку. То есть это крупная щука, окунь, Мгм. налим, там нельма, если повезет, таймень. Ну да, шанс есть. Да, поймать вот именно подъязок, ясь ловится, сорога, сик. таймен. Мгм. В общем, здесь вот разновидность рыбы, она большая. Мгм. И достаточно много я сейчас перечислил. Вот, Ну-ну. я считаю, что это
А Много. есть же какие-то сезоны, да, то есть, вот, например, там в Жиганских там ряпушку ловят, она вот в какой-то момент идет. А здесь вот тоже есть определенное время года, когда больше приоритет ловли или как вот поймать какой-то вид, активность именно какого-то вида. Ну, вообще, рыбалка, скажем так, осенью, вот когда уже приближается зима, значит, река встает, ледостав, и вот как вот только лед встал первый, то рыбалка в это время очень активная. Я вот тоже в наших соцсетях и так вообще рекомендую всем, конечно, кто хочет за такими бурными ощущениями, эмоциями, приезжать вот по первому льду. Потому что эта рыбалка просто, ну, там хоть что кидаешь, и она прямо на нее все бросается. То есть там и щука одна за одной идет, и окуня, ну, и все подряд, в общем. И даже если посмотреть, вот в нашем районе и вообще вот зимнюю рыбалку, то все стараются вот ноябрь месяц максимально быть на рыбалке, потому что это первый лед. Вот. Так что рыбалка в это время активная. После, допустим, ноября, в декабре рыбалка тоже, она, в принципе, нормально, она также продолжается, но только, допустим, с утолщением льда рыба потихоньку начинает становиться менее активная. В это время хорошо идет сорога. Особенно в вечернее время, где-то с 4 часов вечера, и может периодически с остановками продолжаться до утра. Вот. Хищник есть, да, хищника тоже много. Вот. Но я говорю, самое активное это по первому льду. Потом она потихоньку все, как бы активность снижается. Да, январь, ну, декабрь, январь, можно считать это как бы такой, ну, низкоактивной такой рыбалкой, можно так. И его в простонародье называют глухозимье. Глухозимье. Да. Интересно. Рыбаки называют это время глухозимье. Но я, конечно, не полностью с этим соглашусь, потому что, да, рыба, конечно, менее, допустим, активно клюет, но, по крайней мере, если находить места перспективные, то и там рыба клюет, и можно тоже отвести душу. Ну тут, наверное, еще... Хороший тоже сейчас был, хороший экземплярчик был. Вот сошел. Еще вот надо, конечно, подсекать. Конечно, если не успел подсечь, то рыба, она сходит. Поэтому надо успевать подсечь ее. А как подсекаешь? Ты, получается, вот я, к примеру, почувствовал, как она дернула, и надо сразу... Да, и надо вот просто такой рывочек сделать вот так вот. Да. Раз ее подсек, и все, и пошел. Сюда впадают река Кенкемя, это устье, да, получается, реки. Река Беленькая, и на той стороне река Белянка. Ну, еще впадает речка Ханчалы. Еще Ханчалы есть, да. И все-таки устье рек, это же определенные ямы, то есть там скопление... Совершенно верно. Это, рыбы. Конечно, это вот именно вот эти устья. Скажем, что река Кенкеме – это знаменитая река, которая охватывает множество центральных районов. Это там, сами знаете, и город Иркутский, Намский район, Горный, Вилюйский, Хангаласский и так далее, и так далее, и так далее. Вот эта река как раз впадает около нашей турбазы. И речка Беленькая, как вы сказали. И у нас рядом с нашей турбазой находится горная река, где можно подняться, половить тайменя, линка, сига. А вот именно вот эти устья, которые вот перечислили, да, они дают именно скопление рыб, вот, потому что там хорошая кормежка. Вот, значит, обитают мальки и так далее. И там, значит, хищник постоянно стоит. Даже в глухозимье, да, получается, можно все-таки... Конечно. Ну вот наш опыт показывает, что мы ловим зимой. Опа! Вот аккуратно, не торопись, не торопись. Опа! 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 О, есть!
Ребята, вот сейчас произошло Просто такая вот. поклевочки такие хорошие произошли. Сразу, да, Вообще одновременно. Просто одновременно. Ну вот так вот потихонечку рыбачим. Ну, О, Семен, как твои У меня ощущения? просто ощущение, я сначала дар речи потерял, что-то там удочкой ударился об потолок. Ну это просто Непередаваемые, да? непередаваемое ощущение, это просто бомба. Да, У меня теперь появилось желание вот, Стать зимним рыбаком? да, прямо заняться этим делом. Вот если честно, это мой, скажу, вот, именно, я вот рыбалкой, да, летней рыбалкой, именно занимаюсь, ну, очень давно у меня моторная лодка своя, да, то есть я вот езжу, спиннингом рыбачу, но в летний период. Зимнее время, когда я пробовал, да, ну, лет 5-6 назад, последний раз пробовал, у меня было, ой, как его, приезжаем на место рыбалки, ставим палатку, и вот каждый раз то парад планет, то Луна в какой-то фазе, то ветра не было, ветер появился, то снега не было, то наоборот он был, потом пропал. И вот вечно нет никакой рыбалки. И, ну, что тут греха таить, с ребятами поехали, что делать, рыбы нет, все выпивают. Ну, в общем говоря, мне вот именно кайфа такого не было. И вот я первый раз в своей жизни поймал на зимнюю рыбалку вот Хорошего окуня. хорошего окуня, да. Хорошую рыбу, да. И вот ощущение Отлично. просто непередаваемое. Я вот тоже хочу показать, что как произошла подсечка. Видите, да, как окунь подсекся, как произошла подсечка. То есть он рядом ходил, и я почувствовал определенную вибрацию по удочке. И я просто вот то, что мы о подсечке говорили, я подсек, и вот окунь таким образом подсекся. Ну да, это получается мимо проплывал, чуть-чуть Ну, задел. он рядом ходил, пытался что-то там с этой наживкой, но он даже не смог ее заглотить. Но тем не менее. Ой! Опа. Ау! Давай. Ай. Ну, ничего себе. Ну, Нормально. вот спортивная рыбалка. Говорят же, поймал, отпусти. Вот это пошло с Якутии. Здесь у нас рыбы много. Можем себе позволить отпускать. Да. Да, это Такая точно. вот любительская рыбалка. Ну ничего, ушел. Ну, вот глаз окуня хорошо работает. Приманочка для хищника. И здорово подходит как для любого хищника, как для щуки, налима, окуня. Испытано на себе. Стоит домик, здесь тепло. Я так понимаю, работники, да? Ух ты! Ну-ка, я быстро А что покажу. такое-то? Это уже второй раз я пытаюсь про домик спросить, что-то не получается. Домик не входит. Про домик разговора не получается. да, Ну. у нас? Ну, в целом, получается, вот мы пришли, здесь тепло, комфортно, работники, да, заранее растопили печку, лунки, да, пробурили. Да. Ну и вот, грубо говоря, как гость пришел, сел и начал рыбачить. Ну, расположился, и, по сути, начал рыбачить. При этом вот этот дом сам по себе, вот, коротко что-то, можешь какие-то особенности сказать. Он же, я так понимаю, теплый, можно прямо там в минус 50, там, образно говоря, съездить. Да, конечно, дом теплый, он у нас изготовлен, собран из ОСП. Угу. ОСП снутри закрыто изоспаном и пенофолом. Это все очень делает его герметичным, как термос. Он не пропускает ни ветер. Здесь тепло, печка пошехонка работает всегда. Подкидываешь дрова. Здесь у нас в этом домике есть газовая плитка керамическая, чайник, котелок, посуда, там вешалка для одежды, полки для разных мелочей. Потом у нас, соответственно, это вот рундуки. Здесь у нас рундуки. туда можно положить, туда можно да? положить вещи спокойно гостей. Если мы здесь порыбачили, вот в этом месте, тут же у нас лунки. Мы лунки промерзли, мы в старых лунках пробуриться не сможем. Поэтому мы передвигаем домик и рыбачим уже, да буквально там можем 2 метра отодвинуть домик и рыбачить. Разговаривал вот с егерем, с Джоусом, он сказал, что
при поиске рыболовных мест используется подводная видеокамера. Да. То есть, получается, пробуривается, опускается камера, и если есть рыба, да, или как? И это постоянно делается, или это... Но это делается в новых местах. Допустим, мы ищем места, Мгм. ищем, как говорят, курья, да? Мгм. Курья. Это если сидит. Да? Отлично. Акушок. Ну вот, так этот. С разговора сбиваешься, чем хотел спросить. О чем мы говорили-то? В общем, да, поиск места ведется с помощью как и подводной Мгм. камеры, так и методом проб. Сами да, пробуете, проб ну. непосредственно, да, пробовать рыбацкое место. То То есть оно является рыбацким местом Мгм. или нет? Ну, вот честно скажу, да, я просто сейчас сижу в шоке. Вот у меня в планах было снять интервью, и еще самому там потихо посидеть, порыбачить. Так тут не надо ничего делать, просто опускаю удочку. Да. Вот туда. Пока здесь. Сюда же могут приехать просто вот не на саму туристическую базу, а именно вот в эти домики, или как, или именно вот клиентам именно турбазы эти, ну, вот предоставляются домики. Как? Нет, это может воспользоваться любой человек, кто обратится к нам. Мгм. Допустим, они обращаются, мы хотим порыбачить в вашем рыбацком Мгм. домике. Соответственно, они бронируют рыбацкий домик, если Мгм. есть свободные места. Мгм. Бронируют и, соответственно, приезжают в ту дату, которая забронирована, и мы доставляем их до наших мест, до наших Мгм. рыбацких домиков. Вот. А с турбазы, вот, допустим, на турбазе человек живет, он может сюда приехать и здесь попросить переночевать. Ну, вот клев, допустим, пошел, вот, можно попросить здесь переночевать, а не на базе, да? То есть Да, такое возможно, тоже возможно. конечно, потому Мгм. что рыбацкий домик, он арендуется на сутки. Мгм. То есть, если даже гости арендовали гостевой дом и рыбацкий дом, Мгм. то они могут принять решение, как здесь остаться ночевать, Мгм. если он у них на сутки арендован, Ну. так и остаться в гостевом доме. Это их право, их выбор. Ну. По идее, все условия есть для прям семейного отдыха. Можно прям с детьми приезжать, с женами, с родственниками. Да, совершенно верно. Получается. Конечно, семейный отдых у нас тоже, Мгм. конечно же, Мгм. он у нас тоже развит, к нам приезжают. Мгм. Так что спокойно можно с удовольствием приехать с семьей отдохнуть, так как у нас и в гостевых домах комфорт. Мгм. Вот, но это я уже говорил об Мгм. этом. И все это наглядно вы посмотрели. Ну и вообще у нас и фотозона, и горка Мгм. для детей могут покататься. И съездить вот с семьей вот в рыбацкий домик, Мгм. отдохнуть, прокатиться на нашем вот вездеходе повышенной проходимости, прокатиться на снегоходе с санями. Мгм. Тоже очень интересно. Ну вот семейные именно вот. Это очень же сплочает семью Мгм. отдыхать. Это хорошо. В домах у нас там телевидение, там интернет, Интернет, да. Wi-Fi. Мгм. Ну, как бы есть чем заняться. Территория тоже большая у нас. Фотозона у нас Мгм. красивая, хорошая, которая оставит массу впечатлений тоже. Вот. Ну да, то есть... Ну, с семьей также в баньку сходить, провести время. видно, что вот все это сделано не только для рыбака, но и вообще для любого человека, любителя активного отдыха, даже пассивного отдыха. Можно приехать просто поспать в деревянном домике, походить природой, полюбоваться. Скажу так, конечно, расслабляют. Мгм. Расслабляют, потому что там действительно комфорт. Там у нас, конечно, лег на кровать с ортопедическим матрасом, утонул там и заснул, и проспал всю рыбалку. И всё. Ну вот я дома так не высыпаюсь. Я вот сегодня, грубо говоря, проснулся, мне никогда не охота было. Я вот хотел просто еще полежать. Ну, Так я хорошо, комфортно. Я скажу то, что здесь экологически чистый воздух. Мгм. Поэтому это природа, это дикая природа.
тайга, лес. Тут дышать, оздоравливаться просто, Мгм. просто прекрасно. Ух ты, О! Оп. Большой. Не, вот как раз на жерлицу. О, как Надо- раз. Ой, давай его. Ну, не успел. Не получился, да? Ну что, спортивная рыбалка начинается в Якутии. Чё? Хотели на жерлице его сразу запустить. Но это может тот же, который ушел от меня. Может быть, ага. Также упустили мы. О, да что такое-то, а? Ну что ты делаешь-то, а? Тут рыбалка пошла. Вообще, да что такое-то? А вот он маленький, по-моему. Оп! Это чуть побольше, но все равно. Можно, в принципе, на жерлицу поставить его. О, давайте как раз тогда щас Подсек хорошо. Ага. как раз на жерлицу. Оп. Вот то, что мы вчера готовили жерлицу, сейчас мы на нее ее, ну, то есть поставим на жерлицу этого окуня. Что, есть, да? Ну, Ох ты, ничего себе! опа. Оп. Вот еще один окунь. Ну тут, если брать, если говорить о работе, тут работать практически невозможно. Испытано на себе. Каждый желающий может нам приехать на нашу турбазу, отдохнуть и порыбачить на протяжении всего круглого года. Мгм. Улов гарантирован. Это мы испытали на себе. Здесь действительно гарантированный улов на 100%. Вот так прошел отличный, очень насыщенный рыболовный день. Я был удивлен уровню организации рыболовного процесса. Оказывается, можно комфортно заниматься зимней, любительской рыбалкой в таежных, диких условиях. И было даже желание остаться на ночь и посидеть на подлетке. Но это уже в другой раз. А сейчас ждет нас экологический отдых на самой базе, банька, ну и, конечно, полевая кухня.